Встречаются в университете филолог и юрист. Юрист идет с одним листочком, а у филолога такая, короче, стопочка всего, что его не видно. И юрист спрашивает, это, говорит, что у тебя, говорит, это у тебя литература на лето, а филолог говорит, нет, это список литературы на лето. Посмотри теперь на меня. Так, теперь вот можешь туда посмотреть? Вот туда. Ты 16 лет привыкаешь ходить в гору под гору, в гору под гору, в гору под гору. Ты приезжаешь в Ишкарлу, а там опять равнина. И очень это странное ощущение перестройки организма, когда ты вот так вот 16 лет ходил, а сейчас ходишь вот так. И как-то вот прям, ну не так даже идется, и походка не такая. Я когда переехала в Ишкарлу, меня вообще этот город немножко удивил. Во-первых, когда растаял снег, я поняла, насколько тут грязно и насколько тут вообще жопа и говно полное. Потому что в Козьмодемьянске у нас такого не было. А тут ты приезжаешь, и у тебя весной просто снег, жижа, говнище, еще какая-то хрень прям по колено. И каждый год меня вообще весна тут удивляет тому, что насколько тут грязно. Ну, собственно, как и коммунальщиков, которым удивляет, что 1 декабря выпадает снег. Ну, вот у меня примерно так же. Я училась в Марийском государственном университете на филолога 2 раза. Магистратуру я заканчивала со слезами и истерикой, потому что я училась на очке параллельно, работала на 2 работах и писала диплом. Крыша у меня ехала знатно. И в один прекрасный день, когда я училась в магистратуре, перед сдачей, за месяц до сдачи диплома, у меня случилась истерика и нервный срыв. Смотри, какая карета шикарная, я в этой голубой бы сейчас села и поехала. Запрягла бы ее тройкой лихих этих лошадей и кусить к цыганам. В общем, я поехала домой, но на вокзале у меня просто... Почему-то меня затрясло, у меня полились слезы, я устроила истерику на весь автовокзал, меня ходили, успокаивали люди. Я сдавала билет, и женщина, которая продавала этот билет, она меня спрашивала, что случилось, у тебя все нормально, может там милицию вызвать, может тебя к врачу. Так весело, я закончила магистратуру, защитилась я на 5, диплом у меня очень хороший. Я ни разу не пожалела о том, что я 7 лет своей жизни отдала филологии. Это французские сказки. Я в детстве их вообще зачитывала до дыр. Жили-были 2 брата, один умный, другой неумный. Были они нищие, ходили, побирались, и, короче, умный неумному говорит: а давай мы, в общем, кому-нибудь из нас выколем глаза, нам тогда будут больше подавать. Ну и, короче, естественно, глаза выкололи неумному, потому что он неумный. Ходили они так, ходили по деревням и весим, ну и в итоге что? Кому охота возиться, в общем, с больным братом? В общем, умный привел неумного к какому-то дубу и оставил его там на растерзание с диким зверям. Но почему-то безглазый, слепой, тупой брат залез на дерево, решил там переждать ночь на дубе. Ну и, в общем, спит он, спит и слышит, как звери собираются, значит, на съезд звериной партии. Собираются и говорят они: там под дубом течет источник, если, значит, там его умыться, испить, искупаться, будешь самым молодым, красивым. Ну и, короче, что? Этот неумный слез, умылся, у него тут же выросли глаза, и он пошел этой водой лечить всех. Значит, всех он лечил, узнал, что заболела принцесса, вылечил ее, стали они жить долго и счастливо, пока не встретили этого умного брата и не забили его камнями. Вот и сказочки конец, в общем, весело всем.